Продолжает наш эфир выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах. Неподъемная сумма. Долги жителей Нерингри за коммунальные услуги превысили 300 миллионов рублей. Тренировки дома, кружки доп. Образования и спортивные секции в Ленске перешли на дистанционный режим. Продвижение индустрии моды как якутского бренда. В столице провели модный показ Arctic Fashion Show. На объекты для защиты от паводка Якутии выделят почти 500 миллионов рублей из федерального бюджета. Впервые за последние 10 лет направят крупную сумму на капитальное строительство и ремонт гидротехнических сооружений и на берегоукрепительные работы в регионе. Специалисты Ленского бассейнового водного управления отмечают, что с 2001 года правительство России на аналогичные мероприятия в республике в сумме выделило 3 миллиарда 100 миллионов рублей. На следующий год направят на капитальное строительство примерно 480 миллионов, а на капитальный ремонт около 17 миллионов рублей. Более 5000 участков по всей республике могут остаться без электроснабжения к концу декабря, если их владельцы своевременно не оплатят долги за электричество. Об этом сообщает пресс-служба «Якутскэнерго». Только в столице республики планируют отключить почти 3000 должников. Второе место по количеству неплательщиков занимает Мирный. Там под отключение могут попасть 500 граждан. Только за ноябрь частным клиентам компании направлены 6000 уведомлений на сумму около 50 миллионов рублей с просьбой об оплате. Большинство потребителей закрывают долги после таких напоминаний. Те, кто игнорирует их, попадают в списки на ограничение ресурсов, добавили в пресс-службе компании. За жилищно-коммунальные услуги нерюнгринцы должны более 300 миллионов рублей. Сумма выросла на 9% с начала года. Долги только по управляющим компаниям в городских общежитиях превышают 20 миллионов. При этом сюда не входят отдельные суммы за тепло, воду и вывоз мусора. Уведомления, судебные приказы в большинстве случаев не решают вопрос. Еженедельно по средам в 16 часов в городской администрации работает специальная комиссия. Пытаются повысить уровень собираемости платежей за жилищные услуги. Мы, в свою очередь, тоже им помогаем, то есть мы уведомляем людей о наличии их задолженности, со своей стороны разговариваем о всевозможных способах погашения, то есть либо заключение договора о реструктуризации долга, либо это оформление субсидий, то есть помощь в сборе справок, то есть, и каждый случай рассматривается конкретно. Вот. И если человеку поступает такое уведомление на вызов на комиссию, вот, но со своей стороны хочется сказать, что там просто более подробно подходят по-человечески, рассказывают, как можно избавиться, то есть, от этих долгов. Потому что от этого зависит, будет ли в доме тепло, светло, ну и комфортно жить. Всемирная организация здравоохранения задерживает одобрение вакцины «Спутник Ви» исключительно из-за бюрократических препятствий. Об этом заявил в интервью глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. По его словам, российская сторона не видит особых причин, по которым ВОЗ медлит с признанием препарата, поскольку эффективность вакцины подтвердили публикации в авторитетных медицинских журналах и реальные данные со всего мира. Дмитриев отметил, что после одобрения ВОЗ вакцинация спутником Ви позволит россиянам въезжать в еще большее число стран. Кружки дополнительного образования и спортивные секции в Ленске перешли на дистанционный режим из-за высокой заболеваемости ОРВИ. На сегодня прививку от гриппа получили 54% детей, пока ограничение продлится до 8 декабря. В Центре доп. Образования СРГ на дистанционку перевели учеников с 1 по 5 класс. Дошкольники и старшеклассники занимаются очно. Спортивные секции закрылись для всех школьников. Сейчас тренеры готовят планы для занятий дома на 30-40 минут. Подготовка в дистанционном формате включает в себя в основном упражнения на общую физическую подготовку и специальную физическую подготовку, также имитация некоторых технических элементов. Затем, после окончания определенного периода, как правило, мезоцикла, который длится 7-10 дней, проводятся контрольные тесты, которые записываются, если дистанционный формат продолжается, записывается на видео и оценивается тренером также в дистанционном формате.
Работники Айхальского комбината теперь трудятся в масках, которые способны предупредить об опасном электрическом напряжении звука. Благодаря сигнализатору, что встроен в средство защиты, сигнализатор крепят на проемы в каске или устанавливают внутри нее. Извещатели – это дополнительная защита при электромонтажных работах. Только в Центре сервисного обслуживания энергетики Айхальского комбината такие приборы на каске получили 56 работников. В электроустановках свыше 1000 вольт, например, на воздушных линиях, практика показывает, что уже на подходе к воздушной линии, находящейся под напряжением, это порядка 5-3 метров и так далее, извещатель начинает срабатывать. В Якутск приехал повар без желудка для того, чтобы провести кулинарный мастер-класс для онкопациентов. Все подробности у Валерии Наумовой. Никита Полуда, известный как повар без желудка и основатель сайта «Онкодиета», объединил тысячи людей с онкодиагнозом. Сам Никита начал ездить по России с мастер-классами. Казань, Йошкар-Ола, и теперь очередь дошла и до Якутска. Специально для якутян, пациентов программы «Антирак. Поддержка выживших», Никита Полуда разработал несколько рецептов, которые можно приготовить для них из местной продукции. Для того, чтобы людям было интересно, готовить из разных продуктов. Вот, например, сегодня я первый раз буду готовить на кумысе омлет. Мне самому интересно, что получится. Потом будут у нас из местной продукта национального, там, скажем, специалитета. Это будут у нас ежики из оленины. В 2018 году у Никиты Полуда обнаружили рак. Вариант был один – удалить желудок и пройти 6 курсов химиотерапии. Находясь на больничной койке, сразу после операции он начал искать информацию о питании для людей с таким видом онкологии, но ничего не нашел и принял решение зарегистрировать портал «Онкодиета». Сайт позиционирует себя как базу знаний. Там публикуются рецепты, статьи врачей-онкологов и диетологов, ответы на вопросы и советы онкопациентам. Проект «Онкодиета» – это смесь блога, фейсбука и сайта. То есть это большое такое мероприятие. На многих платформах я их специально веду, потому что люди в разных платформах могут общаться и удобной для них среде. Потому что люди, которые в Инстаграме, они не сидят в Фейсбуке. Кто сидит в Фейсбуке, не сидят в Инстаграме в основном. И поэтому, чтобы охватить полную аудиторию, я решил создать везде. Данный мастер-класс – лишь промежуточный этап из цикла мероприятий портала «Онкодиета». Как говорит сам Никита Полуда, раннего обнаружения рака желудка практически не существует. Информация, которой Полуда делится на своем сайте, помогает очень многим людям в сложной ситуации. Валерия Наумова, Павел Пахомов, Якутск. В Доме печати подвели итоги республиканского конкурса «Семья года». Конкурс провело региональное министерство труда и соцразвития в онлайн-формате. Накануне в Якутске организаторы встретились с победителями и номинантами республиканского конкурса, где вручили памятные подарки и дипломы. Так, победителями в номинации «Молодая семья» стала семья Радомира и Анжелики Никитиных. Звание «Семья хранителей традиций» удостоились Симон и Евдокия Быккасовы из Верхневилюйского улуса. В номинации «Кочевая семья» победили Роман и Вероника Семеновы из Оленёкского улуса. Ну а в номинации «Многодетная семья» победу одержала семья из Горного района Леонид и Людмила Павловы. В этом году мы проводим 20-й юбилейный фестиваль республиканского конкурса «Семья года». Это очень большой, очень значимый для нас фестиваль. Он направлен на популяризацию семейных ценностей, на поддержку семейных традиций. Ну и, конечно, по всей республике в течение года мы с участием органов местного самоуправления проводим несколько этапов конкурса. И вот буквально в декабре ежегодно эти итоги подводятся, выявляются 5 лучших семей по 5 номинациям. И, конечно, в такой большой, хорошей, интересной атмосфере награждаются семьи премией главы республики в размере 300 000 рублей. Ну и, конечно, ценными подарками. На фестивале «Зима начинается с Якутии» в столице провели модный показ «Arctic Fashion Show». Главная цель мероприятия – продвижение индустрии моды как якутского бренда. Его организаторами выступили Министерство предпринимательства, торговли и туризма, а также Арктический государственный институт культуры и искусств. Чему посвящен модный показ в этом году, расскажет Марферина Алексеева.
Сделать моду Якутии новым брендом республики возможно, благодаря в том числе проекту Arctic Fashion Show, которое за 3 года стало главным событием в мире якутской моды. В этом году заявок на участие от модельеров поступило так много, что был организован отбор. В итоге свои коллекции представили 26 дизайнеров. Основная тема шоу – все об Арктике, от ее природы до цифровизации. Зрителям показа была представлена нашумевшая в мире моды коллекция от якутянки Александры Корякиной, создателя бренда «Заза». Ее работы украшают страницы самых модных мировых журналов, а принты на образах трактуют алгыс традиционное благословение. Все коллекции идут красной нитью. Это тема экологии, цветов, это живая природа. Она сама сама якутянка же, она, конечно, болеет за экологию и природу. И у нее в коллекциях, да, есть присутствует там растительные элементы, это лепестки, цветы, принт на платьях, это цветочные принты. На данном мероприятии участвуют как уже известные именитые модельеры на всю страну и даже за пределами ее, так и, как мы сейчас только что узнали, имеются модельеры, школьники, подростки. Сейчас мы пообщаемся с одной из них. Ее зовут Юлиана. Здравствуйте. Это ваш первый такой серьезный показ. Расскажите ваши впечатления и что у вас за идея? Меня зовут Юлиана. Мы, получается, команда подростков «Атмосфера». Мы являемся таким творческим объединением. Мы развиваемся в фэшн-индустрии и в сфере музыки. Все шили сами, получается, подростки. Вот один из образов. Шила тоже девочка, школьница. Все придумывали сами. Наша идея апсайклинг. Получается, переделанная одежда, экологичная тема получается. И у нас вся коллекция джинсовая. На создание своей коллекции многих молодых дизайнеров сподвигло именно это шоу. Таким образом реализовалась мечта. Я занимался перекупом одежды, и в плане стиля я всегда чувствовал некую тягу. И именно этот показ дал мне очень сильный толчок на изготовление своей собственной коллекции дизайнерской. 3 года назад это шоу было организовано известным модельером Варварой Филипповой. В этом году дизайнер трагично скончалась, и нынче представление посвятили ее памяти. В конце показа близкие подруги Варвары Филипповой вышли на подиум в созданных Варварой нарядах. А главный стилист показа Гала Борзова стала амбассадором проекта еще в прошлом году, также по просьбе Варвары. Гала отметила своеобразный почерк и талант якутских дизайнеров, а также высокий уровень организации мероприятия. Когда я приехала сюда, я увидела, что многие действительно сделали то, что объявили в заявке. Я искренне удивилась. Очень хороший уровень, очень самобытно, очень интересно и действительно отличается от того, что происходит в фэшн-пространстве. То есть здесь есть именно уникальность. В будущем Arctic Fashion Show планируют вывести на арктический уровень. Марфирина Алексеева, Артем Алексеев, Якутск. К этому часу это все новости. Оставайтесь на нашем канале.